Покушение на главу другого региона России, президента Ингушетии Мурата Зязикова, тоже картина местной жизни страны. Ингушетия крохотная, всего 3500 квадратных километров. Республика с полумиллионным населением. Кортеж ее главы, полицейская машина, джип Toyota охраны и Мерседес высшего класса с высшей степенью бронезащиты. Только это Зязикова и спасло. От «Жигулей» шахида Смертника после сильнейшего взрыва не осталось почти ничего. Обломки покрупнее следствие увезло как вещественные доказательства, а такие мелкие вокруг дороги собирают как сувениры. Ингуши и чеченцы – родственные народы. Общее название – вайнахи. И взрыв произошел на улице Вайнахской. И, конечно, все обстоятельства теракта определены местом действия. Нынешний президент Ингушетии – генерал, как были генералами и его предшественник Аушев, и чеченский президент Дудаев. О теракте недели, Мурате Зязикове и традициях края военно-вайнахских дорог Юлия Варенцова. Вот, угощайтесь, пожалуйста. Раз мороженое не едите, значит сок будете пить. А вам мороженое. Хамзату Аздоеву повезло. Когда рвануло из своего дома, он уже вышел, а до своего магазинчика еще не дошел. И сразу мысль. Президента кончили. Скочил и сразу побежал туда. К кортежу. В этом доме, куда залетел задний мост машины шахида, 2 года назад Хамзат предлагал устроить предвыборный штаб Мурата Зязикова. И когда он сюда шел, все говорили: о, КГБист, вот то, о, все. А я знал, что только он нужен здесь. И меня не понимали тогда. Сейчас понимают многие. Это милость от Аллаха, что действительно наш президент остался жив, здоров, невредим. Получив благословение муфти Ингушетии, Мурат Зязиков через день после взрыва впервые выезжает за ворота. Новый «Мерседес» точно такой же, как был, только без номеров. По дороге во дворец кортеж останавливается на месте чудесного избавления. Есть Всевышний, вот его нам надо всем бояться и помнить, что он есть. И вот эти уроды тоже должны помнить, что это есть. Единственное, чего я боюсь, это Всевышнего. А все остальное, это на все более Всевышнего. Приближенные долго не пропускают президента в его кабинет под золотым куполом. После работы с документами Зязиков любит выйти прямо на крышу, полюбоваться своей республикой. Вот видите, да, вот это уже закладывается. Здесь здание Верховного суда, МВД республики, Генеральная прокуратура, то есть прокуратура республики, точнее. Значит, фонд социального страхования мы построили, налоговую инспекцию уже построили, мэрию построили. Когда за хребтом Чечня, стиль управления специфический. Демократично, как бы авторитарный, тоже неправильно будет слово. Но здесь как бы демократично-военный такой, как бы. Вот такое что-то такое опосредованное должно быть. Потому что здесь люди привыкли к порядку. Когда Мурат Зязиков въехал в этот дворец, в холле он повесил картину с национальными мотивами, а на своей половине фотографии Путина. И над столом, и в комнате охраны, и в комнате отдыха. Вот это Путин, ты, и еще я, и ты. У Зязикова дома Путина знает даже 4-летний сын Миша. А кем папа работает, знаешь? Да. Кем? Путин. Ну, как Путин там, да? Как да. Путин в Москве, здесь, в Ингушетии, да? Да. Правильно. Ингушетия дружнее всех проголосовала на выборах президента России. Для здешних жителей Путин и Зязиков как бог-отец и бог-сын. На них молятся. И за них тоже. Так и Путину передайте наш славу, что мы его уважаем. И если бывает возможность, даже целуем мы его из-за уважения к нему. Они оба такие друзья, что у людей болит, они же разбирают, даже боли лечат они.
Так говорят старейшины с улицы В.В. Путина. Когда село Альгетти смыло стихия, они хотели уйти с земли предков. Но Зязиков отговорил, пообещав за 3 месяца построить вторую Швейцарию. Вы государевы люди, что этого ни в коем образом нельзя, потому что вы больше военные, вы больше пограничники, от вас зависит судьба. И вы сегодня охраняете рубежи нашей страны. То есть вот практически мы же вот совсем вот за этой горой практически Грузия. Когда на горе вырос коттеджный поселок в одну улицу, новоселы решили назвать ее именем Путина. Сегодня на этой улице праздник. На соседней горе родовая башня Зязиковых. Сам Мурат Магомедович из Барсучьих. Барсуки – малая родина президента самой маленькой республики РФ. В родовом селе Мурата Зязикова каждый 3-й житель – Зязиков. И 2 центральные улицы здесь носят ту же фамилию. Самые верные подданные президента – его близкие и дальние родственники. Они же – самые надежные охранники, которые приняли на себя удар взрывной волны. Ты какой-то смуглый стал, какой, а? Тебе надо... А? Ему надо умыться хорошо, он что-то какой-то черный стал. Но это Амир, он мой родственник, с Барсуков, Куриев, значит, ну, достойный парень. Адам тоже родственник мой. Куриев, я сказал, Муцольгов. Все ингуши мне родственники. За 15 лет семейной жизни президент ни разу не видел своей тещи. Так велит гуманная ингушская традиция. И его сыновья воспитаны по всей строгости народных обычаев. Со старшими на «вы», с оружием на «ты». На ночь. Вот такой вот. Миша, только не стреляй. Тяжелый какой. Прифронтовой аграрный край занимает так мало места на карте страны, что приравнивается к городу. Авиарейс из столицы России в столицу республики называется Москва-Ингушетия. Обратите внимание, с какой нежностью он относится к свекле. Это фильм 2004 года о том, как хорошеет земля Ингушетии. Те, кому это не нравится, и устроили покушение, считает Мурат Зязиков. На борьбу со злыми силами Кавказа лучших сынов республики президент вооружает лично. Вручая каждому кадету кинжал, президент напутствует: носи с честью. Служу Отечеству! Служу Отечеству! Юлия Варенцова, Елена Самойлова, Борис Халфин, Сергей Книгин, НТВ, Ингушетия.